Новогоднее гуляние на территории Коми под вопросом. Сомнения в безопасности массовых мероприятий даже такого характера высказала вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева. Она напомнила, что из-за пандемии произошел рост обращений в службу спасения, а на днях новые изменения были внесены в указ главы о режиме повышенной готовности. Согласно им, напомним, до 15 декабря запрещены культурно-массовые, зрелищные, спортивные мероприятия, закрыты детские комнаты. Несколькими днями раньше по Москве были введены ограничения мэром Собяниным, если кто-то обратил внимание, до 15 января. Как правило, всегда мы с вами готовимся к Новому году, ставим елки. Это достаточно крупные затраты несут предприниматели с тем, чтобы потом это все включить, понятно, в цену. Раз этого не будет, и вот он интересный момент как раз отметил. Мы не хотели бы, чтобы это было накануне Нового года каким-то открытием для предпринимателей. И сразу вот это 15 января определили. Понятно, что и Собянин отмечает, все прогулки на улице, они разрешены. Но ведь все, что касается скопления людей, если мы строим городки, мы должны и предполагать, что там будет массовое скопление такое, что, сами знаете, которое, почему я к вам, Сергей Михайлович, тоже обращаюсь, у нас это вот надо думать, друзья мои. Добавим, в Москве действительно решили отменить массовые праздничные мероприятия в городе. Однако никто не запрещает москвичам гулять в праздник по улицам. Об этом мэр Москвы сообщил в эфире телеканала «Москва-24». Также в Новый год там будут разрешены корпоративы, но с соблюдением противоэпидемических мер. Так число гостей не может превышать 50 человек, а сам корпоратив должен заканчиваться не позднее 11 вечера. Вы можете себе представить, если мы в этот период, непростой период, там, устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее. Такой пир во время чумы. Но надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся.